Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба. Сегодня в выпуске. Президент Абхазии Аслан Бжани с официальным визитом прибыл в Республику Башкортостан. В Абхазии почтили память пропавших без вести. Дети из многодетных и малоимущих семей получили новую школьную форму и обувь от Новоафонского монастыря. Президент Абхазии Аслан Бжани прибыл в Республику Башкортостан. В аэропорте города Уфы его встретил глава Башкортостана Ради Хабиров. Аслан Бжани примет участие в торжественных мероприятиях в честь 450-летия Уфы. Затем в Доме Республики в Уфе состоялась рабочая встреча Аслана Бжани и Радия Хабирова. На повестке вопросы укрепления международного сотрудничества и реализации совместных проектов. Глава Башкортостана отметил высокий потенциал развития взаимодействия и сообщил о подготовке дорожной карты по расширению сотрудничества на ближайшие годы. Аслан Бжани передал от себя лично и народа Абхазии поздравления жителям Башкортостана с 450-летием Уфы и выразил заинтересованность в расширении совместных инициатив. Уважаемый Аслан Георгиевич, искренне рад нашей встрече. Я хотел поблагодарить, что в эти юбилейные дни Уфы вы сегодня с нами. И это подчеркивает братскую связь наших народов. Огромное вам спасибо. Мы действительно последовательно работаем над реализацией ранее достигнутых договоренностей. Мы подготовили к подписанию дорожную карту по расширению сотрудничества на ближайшие годы. И эта дорожная карта будет способствовать, конечно, нашему взаимодействию. В прошлом году пенсионеры из Башкортостана уже ездили в Абхазию в рамках проекта «Башкирско-Абхазское долголетие». И мы получили очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждем открытия прямого рейса Уфа-Абхазия, потому что после открытия аэропорта мы обязательно откроем совместный рейс Уфа-Абхазия, и, конечно, поток туристов существенно увеличится. Расширяется наша взаимная торговля, растут объемы продаж абхазского вина и фруктов, и на абхазском рынке уже работают наши башкирские предприятия. Безусловная составляющая башкирско-абхазских связей – это культура. В марте этого года одним из самых ярких событий на башкирской сцене было выступление оперной певицы Хиблы Герзмалы. А в прошлом месяце в музыкальном фестивале в Сухуми принял участие наш Ильдар Абдуразаков. Поэтому то, о чем мы с вами договаривались, говорили, что будем объединяться, в том числе творческими коллективами, уже работает. Рад, что в самое скорое время, вот мы сегодня уже посмотрели, новой визитной карточкой Уфы станет колоннада. Копия той, которая стоит на Сухумской набережной Махаджиров. Мы ее, дай бог, все вместе откроем уже в октябре этого года. И это будет действительно одно из самых ярких, наверное, мест и достопримечательностей нашей Уфы. Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что приняли участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею Уфы. Это очень большой для нас и мотив, и знак о готовности Абхазии с нами развиваться. Поэтому будем считать, что наша работа идет хорошими темпами. Спасибо, уважаемый Ради Фаритович, Андрей Геннадьевич, спасибо за приглашение. Взаимоотношения между Абхазией и Российской Федерацией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с субъектами Российской Федерации – это задача номер один. Нас с вами связывают давнишние отношения, отношения взаимного уважения, взаимной поддержки. Это уходит в глубокую историю. Я очень рад быть сегодня здесь, на этом большом празднике. То, что происходит в вашей республике, те изменения позитивные, которые очевидны в столице вашей республики, они радуют глаз, являются примером для того, чтобы некоторые вещи перенять. Вот сегодня мы были в ситуационном центре, очень все технологично, интересно. Все это, конечно же, повышает уровень обслуживания населения городскими руководителями. Это очень здорово. И такие примеры мы, конечно же, постараемся перенять. Ну и тот большой грандиозный памятник, который сегодня возводится здесь, так бы я назвал, памятник дружбы между нашими народами, памятник, который будет стоять, пока светит луна и солнце. Это грандиозное событие. Большое вам за это спасибо. Мы, в свою очередь, всегда будем ждать дорогих гостей из Башкирии. Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поздравить вас с этим праздником.
пожелать вам всевозможных успехов. Желаю вам успехов на выборах, прежде всего. Ваша команда очень эффективна, очень много доброго, хорошего сделано. И продолжать в таком же духе. Спасибо еще раз за приглашение. Наше сердце принадлежит вам. Спасибо. В рамках визита в Башкортостан Аслан Бжаня в сопровождении главы Башкортостана Радия Хабирова посетил набережную реки Белой, где завершается возведение уникального строения, точной копии Сухумской колоннады. Сухумская колоннада построена в 1949 году. Ее сделали в неоклассическом стиле. Она состоит из двух половин, установленных на общие постаменты. Посередине находится арка, которая ведет на набережную. Отличие колоннады в Уфе состоит в том, что в Абхазии верхняя часть строение изготовлено из бетона, а здесь из бетона с дополнительной облицовкой натуральным камнем. Новый архитектурный объект станет речными воротами в город, что станет приятным сюрпризом для туристов, путешествующих по стране на водном транспорте. Высота колоннады составит порядка 12 метров, длина около 30 метров, ширина примерно 6 метров. Радий Хабиров пригласил Аслана Бжаня на торжественное открытие колоннады, которое пройдет в День Республики 11 октября. Вот мы в октябре откроем, но в октябре мы с вами еще одну вещь, чтобы вы еще раз проехали, мы утвердим эскизы, там будет стоять башкирский воин, Да. здесь будет стоять абхазский в национальном костюме, Отлично. башкирский национальном костюме. Отлично. Это бронзовые статуи будут делать, мы сами изготовим, нам нужно утвердить, соответственно, Да. вот точно. На следующий год вы приедете, их Да, их, на следующий год их откроем. Вот план такой. Федорович, спасибо вам за вот эту историю, которая пришла в вашу голову, и она уже... Ну, это как красоту Успех надо реализован. воспроизвести. С каким Спасибо. чувством, с каким настроением прибыли в Уфу на празднование юбилея города? Вы знаете, я испытываю огромную симпатию к вашей республике, к людям, проживающим здесь, к руководителям вашей республики, к Радию Фаритовичу, к премьер-министру. Для меня это радостное событие, и абхазская делегация прибыла именно с такими мыслями. На все на это накладывается очень красивая история, связанная со строительством копии Сухумской колоннады. Эта история будет существовать на вечные времена, пока есть солнце, пока есть луна. Жители Уфы будут знать, что такое Абхазия. Я думаю, это величайшее событие, которое связывает наши народы, сближает их. Поэтому настроение приподнятое. Мы очень рады тому, что увидели здесь. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить жителей прекрасной республики с этим праздником и пожелать им мира и процветания. Все великолепно, все хорошо, будет дальше еще лучше, потому как народ трудолюбивый, руководители достойные. Не вижу ни одной причины, по которым будущее не может не быть светлым. Великолепное место, великолепное исполнение, благородный, красивый камень. Я думаю, это будет лучшее место притяжения, одно из лучших мест в Уфе. А может, даже не только в Уфе. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с юбилеем. Под вашим мудрым руководством Республика Беларусь достигла впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии. Ваша неустанная работа по укреплению государственности, повышению благосостояния граждан заслуживает самой высокой оценки, говорится в поздравительном адресе. Аслан Бжаня особо отметил вклад Лукашенко в развитие дружественных отношений между двумя странами. Абхазия высоко ценит поддержку Беларуси на международной арене и стремится к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества во всех сферах, отметил президент Абхазии. Продолжаем выпуск. В социальных сетях появилась информация о том, что президент Абхазии Аслан Бжаня взял на себя обязательства по предоставлению информации о депутатах парламента и лидерах оппозиции для лишения их российского гражданства. Администрация президента Республики Абхазия сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Президент Абхазии не брал на себя обязательств по предоставлению какой-либо информации. 30 августа – Международный день пропавших без вести. В этот день во всем мире вспоминают сотни тысяч людей, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, насилия, миграции и стихийных бедствий. Для Абхазии это особая дата. Десятки семей в нашей стране не располагают сведениями о судьбе близких людей. Во время войны без вести пропали не только бойцы, но и мирные жители. В их числе артисты, поэты, общественные деятели.
Каждый год 30 августа к мемориалу погибших в Парке Славы приходят матери и родственники пропавших без вести, представители руководства страны и общественность. За период грузино-абхазской войны пропали без вести до 200 человек. В 2011 году в республике начались работы по эксгумации тел погибших с целью их дальнейшего опознания. Начала работать программа миссии Международного комитета Красного Креста согласно договоренности с правительством нашей страны. Уже в декабре 2013 года были названы имена первых 7 опознанных бойцов, эксгумированных в Парке Славы. Благодаря проделанной работе за прошедшие 10 лет останки 46 бойцов были идентифицированы и переданы семьям. В этом году в Сухуми в Парке Славы открыли фонтанчик с питьевой водой, посвященный без вести пропавшим во время Отечественной войны народа Абхазии. А в Музее боевой славы имени Арзенба открылась фотовыставка, приуроченная к этой дате. От лица семей без вести пропавших и семей погибших хочу вот в данном случае, в этом сегодняшнем мероприятии, поблагодарить молодую организацию «Бридж» в лице Камилы Сандза, администрацию города Сухум и особенно Госкомспорт и лично Тараша Мироновича Хагба и всю его команду. В этот день все мы вспоминаем тех людей, которые пропали без вести. К сожалению, для нас, для нашей маленькой республики, эта тема до сих пор остается актуальной. У нас, как вы знаете, тоже после Отечественной войны народа Абхазии остались люди, о чьей судьбе мы мало пока что знаем, которые числятся в списках пропавших без вести. И вот мы занимаемся тем, чтобы найти этих людей, и чтобы эти люди, их останки были переданы родным, близким и семьям. Поминальные мероприятия по этому дню проводятся в Абхазии с 2010 года. Мы с 2013 года буквально очень активно приступили уже в практической плоскости к поиску информации о свидетелях, о возможных местах захоронения по без вести пропавшим. И этот долгий, кропотливый, очень трудный, тернистый путь продолжается и по сей день. Мы, в свою очередь, считаем это огромной привилегией, что нам удается взаимодействовать на всех уровнях, со всеми структурами, со всеми задействованными лицами, со всеми администрациями. Фотовыставка памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар. В экспозиции представлено 96 копий снимков бойцов абхазской армии, чьи тела все еще не удалось найти. Фотовыставку посетили представители миссии Международного комитета Красного Креста, родные и близкие пропавших без вести, общественность, школьники. 30 августа серебряному призеру Олимпийских игр 1980 года легкоатлетке Саиде Гунба исполнилось бы 65 лет. Саида Гунба пришла в легкую атлетику в 1974 году. Она тренировалась под руководством Михаила Карповича Каракияна. В состав команды СССР по легкой атлетике вошла уже в 1977 году. В основной состав в 1978 году. Находилась в нем до 1988 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии Саида Гунба была санинструктором. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, награждена медалью «За отвагу». В 2004 году она была удостоена ордена Ахзапша 3-й степени за заслуги в развитии спорта в Абхазии. Делегация Министерства обороны Абхазии приняла участие в праздничных мероприятиях в честь 16-й годовщины со дня признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерации. В рамках поездки состоялась встреча с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. В соответствии с указом президента РИО, первый замминистра обороны Абхазии генерал-полковник Беслан Свижба, статс-секретарь полковник Давид Бжани и глава администрации села Чело Чемчирского района Аслан Сангулия были награждены медалями во знаменование 15-летия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии.
320 детей из многодетных и малоимущих семей получили новую школьную форму и обувь от Новоафонского монастыря. Вот уже 10 лет при монастыре работает отдел социального служения. Его возглавляет наместник Абдавид Сарсания. На попечении отдела множество семей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Главным критерием внесения в список является состав семьи, а именно многодетность. Также обращают внимание на плохие условия проживания людей, материальную нужду. Безусловно, забота сотрудников социального служения направлена на то, чтобы люди не голодали, дети могли ходить в школу и получать образование. Акция проходит уже 6-й день. Основными источниками существования Новоафонского монастыря и самой священной митрополии Абхазии являются традиционные для церкви поступления, пожертвования частных лиц, средства от реализации печатной продукции издательского отдела, свечного цеха и церковных лавок. Хочу огромное спасибо сказать всем тем людям, которые нам помогают. И все, кто неравнодушны, сегодняшний день, такое тяжелое наше время, помочь детям. Всем, кому тяжело, у кого много деток. И благодарю всех тех людей, которые имеют такую открытую душу. Спасибо им большое. А у меня 9 детей, я 10-я дома, и уже 9 внуков будет. Спасибо. Многодетное опекунство имею. Так что люди помогают, без них никак сегодня б я не справилась бы со всеми детками. В Абхазском государственном университете учебные занятия в первом семестре на дневном отделении начнутся с 16 сентября, сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. Ликвидация академической задолженности студентов будет проходить со 2 по 13 сентября согласно расписаниям, утвержденным на факультетах. 3 граждан Абхазии обвиняются в хищении чужого имущества в крупном размере, а житель Гагры в незаконном ввозе и сбыте наркотических средств. Далее оперативная съемка МВД. 2 жителей Гуларыбского района: Адлиба Астамур Эрикович, 1997 года рождения, и Лагвилава Джану Утарович, 1995 года рождения, также проживающий в городе Гудаута Нормания Тимур Бесланович, 1994 года рождения, обвиняются в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Вышеназванные лица, разбив стекло двери автомобиля, припаркованного на берегу моря в селе Хыпста, из салона машины совершили тайное хищение сумки потерпевшего, в которой находились телефон и ювелирные изделия. Все похищенное имущество сотрудники милиции изъяли, а именно 3 кольца из желтого металла на момент задержания хранил при себе гражданин Лагвилава. Краденый телефон Honor 9X был изъят у гражданина Нормания. Браслет из желтого металла, еще одно кольцо выдал при личном досмотре Астамур Адлиба. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, провели сотрудники УУР МВД совместно с уголовным розыском Новоафонского отделения милиции и ОУР Гудаутского РУВД. Обвиняемые содержатся под стражей. Уголовное дело расследует следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Жителю города Гагра Осипову Анзору Витальевичу, 1980 года рождения, предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных пунктами А и Б части 3 статьи 224 прим. 1, пунктами А и В части 3 статьи 224, части 1 статьи 224 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Преступную деятельность гражданина Осипова выявили сотрудники УКОН МВД в ходе проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий, в результате чего последний был задержан оперативным составом наркоконтроля совместно с уголовным розыском УВД по Гагарскому району и службы государственной безопасности с поличным в городе Гагра. На момент задержания Анзор Осипов хранил при себе, как установлено экспертами, наркотическое средство метадон в крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Осипов, создав устойчивую преступную группу с целью незаконного ввоза и сбыта наркотических средств на территории Республики Абхазия, организуя очередную поставку запрещенных веществ, получил координаты тайной закладки в городе Сочи. Из указанного места один из его соучастников перевез в Гагарский район наркотические средства в особо крупном размере и сбыл обвиняемому для последующего распространения. 2 свертка с каннабисом и порядка 61 грамма сильнодействующего наркотика мефедрон обвиняемый хранил по месту жительства, который намеревался сбыть.
Также гражданин Осипов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Разнокалиберные патроны были обнаружены в ходе обыска домовладения последнего. Уголовное дело расследует Следственное управление МВД Абхазии. Анзор Осипов содержится под стражей. Продолжаются усиленные рейды на дорогах республики. 29 августа были задержаны 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 4 отказались от медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических веществ. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Аршба Эрик Фридонович, 1975 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. Миквабия Тимур Игоревич, 1979 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Когоня Том Аликович, 1982 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Николава Джемал Читиевич, 1972 года рождения, житель Гулрыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рикан Чан, 1967 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Урумян Акоп Саркисович, 1966 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Автандилов Беслан Константинович, 1955 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Габуния Игорь Николаевич, 1985 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лиманджава Мурман Валикоевич, 1956 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Багаев Эдуард Сосланович, 1967 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кокоскир Эраст Викторович, 1978 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Аганесян Артур Ашотович, 1982 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. Барцец Руслан Бесланович, 1988 года рождения, житель Гагарского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Пачуля Анрик Лоренцевич, 1994 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Зантария Рамин Романович, 1985 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Лагинзе Рамаз Эдикович, 1985 года рождения, житель Чемчирского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Пьесы о Владиславе Ардзенба. Росдрам объявляет о приеме заявок на конкурс пьес, посвященных жизни, деятельности и личности Владислава Ардзенба, связанным с ним историческим событием – национально-освободительной борьбе абхазского народа. Заявки принимаются до 14 мая следующего года на электронную почту театра. Участвовать в конкурсе могут совершеннолетние граждане Абхазии и иностранцы. Лучшие пьесы станут участниками специальной лаборатории во второй половине следующего года, в рамках которой пройдет их обсуждение с экспертами и читки с участием профессиональных актеров. Пьеса-победитель конкурса будет удостоена денежного приза и обретет сценическую жизнь в Росдраме в 45-м сезоне. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 31 августа и 1 сентября ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 28-33. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи на канале Абхазского телевидения.